Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. На территории Якутии спасатели службы спасения продолжают осуществлять профилактическую работу с населением. В зимний период спасатели напоминают жителям о том, как обезопасить себя в морозы, не допустить переохлаждения и обморожений, как правильно оказать первую помощь при обморожении. Об аварийно-спасательных работах в зимнее время мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Василий Тарский, первый заместитель начальника службы спасения Якутии. Василий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала о фронте текущих работ. Какие аварийно-спасательные работы проводятся в зимнее время? Специфической особенностью проведения поисково-спасательных работ является ее сезонность. Так вот, с октября месяца прошлого года наши спасатели выезжают на поисковые работы, связанные с пропажей людей на таежной местности. Это в основном охотники, да, на акваториях рек нашей республики, это рыбаки. Также мы реагируем на дорожно-транспортные происшествия на федеральных, республиканских, муниципальных дорогах. Также спасатели обеспечивают безопасность республиканских мероприятий в зимний период времени. И также мы обеспечиваем безопасность туристов. Так, в целом, если так взять зимний период, происшествие связано в основном это ломкой Транспорта? Да, транспортных средств и связанной с этим угрозой жизни и здоровья людей. Если так взять статистику, то в этот период, с октября на вышеуказанные происшествия, мы реагировали 43 раза, при этом спасли 15 человек. А 43 раза это много или мало? Это среднестатистический показатель наш. Василий Васильевич, я так понимаю, работы более чем достаточно в зимнее время. Хочу узнать, как работают водолазы. В нашей службе работает водолазный отряд. Имеется у нас 3 водолазные станции по 4 водолаза. Но основная доля работы приходится в весенний, летний, осенний период после прохождения весеннего половодья. Но тем не менее, к сожалению, зимний период тоже приходится им работать, провести подводные водолазные работы. У нас в октябре-ноябре были поисковые подводные работы в Оленёкском улусе, потом в Кобяйском улусе. И буквально в середине января мы поднимали тело мужчины в Сунтарском улусе. Из проруби. Да, так в повседневном режиме, если нет происшествия, наши водолазы занимаются совершенствованием своих знаний, навыков, умений. В декабре-январе они проходят тренировки в этом барокомплексе водолазном. Буквально с пятницы до конца марта будут проходить тренировки в бассейне. И в конце марта у нас они выходят уже на протоки реки Лена. Там будут уже погружения. И поэтому у них идет такое непрерывное погружение в воду. Чтобы не теряли навыки, Да, как говорится, в теряют зимнее время. навыки. Василий Васильевич, вначале немножко сказал о том, что служба спасения занимается в том числе и профилактической работой, в частности, недопущению обморожений. Январь у нас более-менее теплый, февраль тоже не до критических температур, но тем не менее, зима у нас еще чуть ли не до середины марта. Какие меры стоит предпринимать, чтобы не оказаться в кресле у врача? Профилактика, предупредительная работа, они один из основных направлений нашей работы. Опыт и анализ нашей работы показывает, что мы чем больше проводим профилактическую работу, тем меньше у нас получается боевых выездов. Это уже истина статистическая. У вас это называется боевые выезды? Да, доказано. Да. Поэтому мы большое усилие направляем на профилактику, работаем по 4 направлениям. Первое направление – это наше проведение бесед, занятий школьниками на местах, со взрослым населением. Далее, второе – это мы обеспечиваем безопасность мероприятий, проводим профилактическое патрулирование в местах массового пребывания людей. У нас сейчас это рыбаками мы занимаемся, да, на водоемах нашей республики. Также мы работаем через средства массовой информации. И у нас в Якутске создан музей, Центр профилактики и предупреждения чрезвычайной ситуации. В народе это, говорят, музей.
это контактный, на самом деле контактный музей. Здесь это по адресу Лермонтова, 22, дробь 1. Я, пользуясь случаем, приглашаю всех граждан, горожан, гостей, школьников. Вот у нас в день бывает примерно 50-60 человек посещает. Посещение бесплатное. Там вы увидите все вот эти спасательные оборудования, пожарные оборудование, снаряжение. Ну и потрогать, собственно. Да, можно одеть, потрогать. Вот такое. Поэтому мы вот охватываем профилактической работой, беседой неделю примерно 1000 человек населения, ну это обслуживаем, да, и публикуем порядка 100 публикаций, выпускаем, да, интернет, ну, в социальных сетях. Да, в социальных сетях, средствах массовой информации, вот такие. Поэтому проводим здесь большую работу. У нас работает отдел профилактики и обеспечения безопасности туристической деятельности. Ну, в целом, работа дает плоды? Обмерзать стали меньше? Да, у нас в целом с каждым годом динамика происшествий вот на водных объектах и в таежной местности они уменьшается. Василий Васильевич, давайте поговорим о проекте «Безопасная Арктика». Это своего рода были учения, насколько я понимаю. Как прошли и, собственно, как еще служба спасения участвовала в арктической экспедиции? Да, по поручению президента нашей России Владимира Владимировича Путина с 28 по 31 января сего года проводились вот межведомственные опытно-исследовательские учения сил и средств РСЧС в арктической зоне Российской Федерации. Но данное учение проводилось по 4 направлениям. Первое – это практическое водное, второе – это научная практическая конференция, третье – это экспедиция научно-исследовательская, и четвертое – это неделя безопасности в образовательных учреждениях. Но касательно вот экспедиции, да, я начну, да, вот экспедиция, посвященная 80-летию Великой Отечественной войны, маршрут вот начато в городе Мурманске, закончились в городе Анадырь Чукотского автономного округа. По нашей территории наши вот силы, средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС, мы принимали от коллег Красноярского Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия, и торжественная передача капсулы Вечного огня проводили на площади Победы с участием главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева. Ну, маршрут проходил через населенные пункты Тюнгюлю, Чурапча, Этыкёль, значит, Хандру, Шнера и Сасыр, это вот наземная. И потом, да, капсулу Вечного огня потом отправили на вертолете МЧС до Анадыря, да. И на каждом населенном пункте, в главных площадях с участием глав районов, ветеранов тыла, школьников, ветеранов специальной военной операции проводили торжественные митинги, возложили венки у памятника павшим героям Великой Отечественной войны, проводили с детьми занятия, вот беседы и так далее. Василий Васильевич, я предлагаю поговорить еще немножко о деятельности службы спасения, в частности, о расширении этой самой деятельности. Будут ли открываться новые поисково-спасательные отряды в районах? Если да, то в каких? Да, вот у нас вот постоянно, планомерно и системно развивается наша служба. Вот так вот в эти годы, вот буквально 3 года назад, благодаря помощи главы республики Арсения Сергеевича Николаева, правительства республики Саха-Якутия, у нас создано еще 5-6 филиалов в ВУСах. Сегодня мы имеем 10 филиалов уже в ВУСах. Также увеличен штат спасателей 71 человек спасателей. Также вот 3 года назад открыт новый отряд. Это региональный аэромобильный отряд специального назначения. Также в эти годы произошло мощная у нас техническая модернизация
нашей службы, вот это благодаря помощи правительства республики. И вот у нас очень в ежедневном режиме помогает наше Министерство по делам гражданской обороны, обеспечения безопасности, жизнедеятельности населения под руководством Дмитрия Николаевича Лепчикова. И вот в 2027 году указом главы Республики Саха-Якутия Асена Сергея Николаева была принята концепция развития аварийно-спасательных служб Республики Саха-Якутия в период 2024 до 2030 года. И в рамках этой концепции предстоит нам до 2030 года открыть еще 5 филиалов в Улусах. Это предпочтительно вот по северным Улусам. Да? И также в концепции, согласно концепции, будем дальше развивать нашу материально-техническую базу. И в этом году мы открываем в городе Нюрба филиал нашего водолазного отряда. Филиал, да, с тем, чтобы данный филиал водолазного отряда обеспечивал перекрытие Вилюйской группы улусов. Василий Васильевич, ну я так понимаю, что если открываются новые, так скажем, отряды, то туда нужны и новые спасатели, Да. набор профессионалов. Да. Самое главное, коротко, как к вам попасть на работу? Да, вот здесь как бы попасть, это большой конкурс. Понятное Вот, дело, да, получить профильное образование. Да. Вначале мы как бы проводим беседу, потом психологический отбор, потом мы тестируем физическую подготовку человека, да, и после этого мы принимаем как стажером. В течение месяца он проходит по программе первоначальная подготовка спасателей в объеме 170 часов. После этого мы принимаем у него зачеты, экзамены, физическую подготовку, да, вот проводим тестирование. И успешно сдавший человек, дальше направляем его в межправительственную аттестационную комиссию. И только потом он Да. уже получает звание спасателя. И когда он пройдет аттестацию, после этого он получает удостоверение и книжка спасателя, он становится спасателем. Василий Васильевич, ну что ж, я уверен, с открытием новых поисково-спасательных отрядов в нашей республике жизнь наших граждан станет еще более безопаснее. Спасем всех, кого можно спасти, и предупредим несчастный случай. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши Спасибо вам вопросы. тоже. Это было актуальное интервью. До встречи.